рамках национального проекта «Комфортная городская среда» на территории города Емва был возведен тротуар общей площадью 800 квадратных метров. Вот только тротуар мы вам не покажем, он спрятался под снегом, но местные уверяют, он здесь точно есть. И добавляет, мол, по сравнению с тем, что было, просто небо и земля. Плохая, конечно, неудобно было ходить. А сейчас как? Ну, сейчас, конечно, одно удовольствие. Особенно, когда темно идешь, красиво светит. Тут же свет еще. Благодаря нацпроекту горожане теперь ходят не только по новому, заасфальтированному и освещенному тротуару. Рядом установили и скамейки с урнами, а еще отремонтировали ступени лестничного пролета и оборудовали спуск для мамочек с колясками. Вот эта интерактивная панель – это еще один проект. Вот. На нем мы показываем ребятам, которые приходят в зал природы посмотреть о животном растительном мире. Мы здесь на скамеечке сажаем и показываем им фильмы, слайды. То есть очень удобно нам сейчас стало работать с этой интерактивной панелью. А это уже своими обновками хвастается местный краеведческий музей. В рамках реализации наказов избирателей здесь приобрели интерактивную панель, а с помощью народного бюджета закупили выставочные витрины, проектор и экран к нему. Все это позволяет проводить экскурсии в обновленном формате, тем самым подогревая интерес ребят к изучению истории родного края. В настоящий момент у нас вода в ненормативном состоянии в городе Емва. И для того, чтобы это все делать, привести в соответствие воду. В настоящее время администрация Книжпогорского района сделана ПСД, проектно-сметная документация, строительство новой станции очистки питьевой воды, которая находится буквально будет площадка за этой территорией, за забором. Чистая питьевая вода – один из самых больных вопросов для Емвы. Коммунальная инфраструктура, построенная еще в 60-х годах прошлого века, не справляется с нагрузкой. Для строительства новой водоочистной станции в рамках социального партнерства подготовили проектно-сметную документацию. Сейчас она проходит госэкспертизу. В случае положительного заключения можно будет говорить о финансировании и сроках начала строительства. И тогда город Емва, который с коми языка переводится как «чистая вода», сможет оправдать свое название. Благодаря главе Республики Коми, компании «Русал», там были изысканы необходимое количество средств, на которые мы изготовили эту проектно-сметную документацию и проходим сейчас эту экспертизу. Но и стоимость строительства там очень высокая, она, конечно же, муниципалитет ее никогда не потянет, там она исчисляется суммой около 800 миллионов рублей. Но это не только станция, это еще одна нитка водовода, которая со станции первого подъема будет заходить сюда. Там почти 2,5 километра. И по завершению вот этой экспертизы этот проект будет передан в Министерство строительства республиканское. И, конечно же, будем совместно с ними отрабатывать по началу финансирования строительства. На встрече с общественниками и активистами района поднимают и другие насущные проблемы, что сказывается на качестве жизни. Доступная медицина, благоустройство парков и скверов, ремонт дорог. О формате деловой игры горожане сами предлагают пути решения социальных проблем, будь то участие в народном бюджете, либо получение гранта. Проект «Качество жизни. Что сделано, что надо сделать», он стартовал в прошлом году. Мы объехали 3 муниципальных образования Республики Коми. И, как показала практика, такой подобный проект, он очень востребован на местах, да? Он интересен для местных жителей. Задача этого проекта в том, чтобы совместно с общественностью на местах, да, совместно с представителями местной власти выработать пул проблемных вопросов, которые волнуют граждан в муниципалитетах, да, ну и, конечно же, вместе выработать пути решения этих проблемных вопросов. И это не последняя такая встреча. В этом году общественники намерены объехать все муниципалитеты республики и пообщаться с жителями, чтобы узнать о проблемах земляков из первых уст. А вместе с тем посмотреть, как национальные проекты помогают их решать. Павел Королев, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Княжпогорский район.